Всем привет! Из Коми привет от Олега. Сегодняшнее видео будет поход на болото, которое осенью, куда я хожу. Многие уже знают, многие ждут это видео. Сегодня я там буду работать, подготовка к весенней охоте. Подготовка — это буду косить территорию, где будет весной искусственный пруд, как вы уже догадались. Многие знают тоже. Вот. Еду сегодня также на велосипеде, загрузился. Здесь у меня рюкзак, там термос и немножко покушать. Здесь получается топливо. Ну а здесь у меня триммер. В этом году я триммер разобрал на две части. Обычно я целиком с собой беру, но сегодня разобрал и поставил на багажник. Ну, более-менее как-то удобнее, во-первых, не мешается. Посмотрим, как будет на ходу там. Надеюсь, не потеряю ничего. Такой багажник, времянка у меня. Конечно, нормально, все капитально надо сделать, и можно возить груз там, всякое разное. Сейчас у нас были дожди, я смотрю, вода чуть-чуть начала уже подниматься, это хорошо. Смотрите, полная лодка воды тоже. Сейчас я вычерпаю и перейду на другой берег. А там уже, как всегда, пойдем, где как. Где будет песок, буду идти, толкать велосипед, а по хорошей дороге буду ехать. Так что, ребят, приятного вам просмотра. Сейчас перейдем на другой. Ветер южный. Сегодня, между прочим, слышно было, с утра стреляли. Утиный перелет сегодня также был. Вот. Ладно, давайте, пойдем. Смотрите, сколько воды. Это дождевая вода. Сильные дожди были. Да, и завтрашнего дня тоже. Сегодня 30 сентября. Для ориентира. Многие спрашивают, какое число. Лодка старая, внимания не обращайте. Это уже убитая лодка моя. Все. Он свое отработал. Каждым днем все больше и больше. Грибки выходят вон из-за гнилья. Все пробитое уже. Все пробитое. Насквозь гнилой. Все. Лодка. Там у меня новая лодка лежит. Кому интересно, посмотрите видео, как я делал эту лодку. Там новая лодка. Это лето построил. Вот так и вычерпываю. Выехал на основную дорогу. Здесь песок, просто велосипед не едет. Ну так, толкаю, иду. Все равно легче, чем
на горбу тащить груз. Потихоньку добираемся. Обогнал мотоцикл четырехтактный. Блин, вообще, когда уже рядом оказался, только тогда я услышал. Но у меня еще тише едет. Фух, все идут за клюквой. Собирают клюкву. Тут уже болото начинается. Вот тут начало уже есть. Вон оно. Бесконечные болота. Фух. Так, попробуем тут. Бесполезно. 100 метров едешь и просто велосипед встает. Колом стоят. Надо звездочку поменять. Шаг другой нужен. Более, чтобы тише ехал, но легче было крутить. Ну все, я на месте. Велосипед я тут оставлю возле дороги. Никто не украдет. У нас чужие не берут, скажем, чтобы воровать. И сейчас я соберу триммер и уже пойдем по болоту. Вон туда. Чем хорош, ребят, когда вот так все разбирается, можно там транспортировать в любой технике. А когда у вас вот это все литое, но он длинный, только на багажнике, на машине или еще. А этот вообще удобный. Наш шалаш. Фух. Тут, конечно, но тут травы не так много. Здесь самый, где лужа вот стоит, там мало травы, а здесь уже больше. Ну вот, все хорошо. Стены на месте, крыша на месте. Наконец-то дошли. Но болото в этом году не такое сырое, как бывает обычно. По колено воды иногда косить придешь, там в воде все. Фух. Ну, чалом здоров, шалаш. Вот она, ребят. Наша изба. На болоте. Фух. Надо подостыть. В принципе, как оставлял, нам так и есть. Никто сюда не приходил. И ягод в этой стороне нету, чтобы собирать. Фух. О, хорошо-то как, ребят. Долгожданный поход тоже на шалаш. Ну тут печка у меня, чучела для новых зрителей. Вот такая каморка тут. Под крышей все спрятано, чтобы дождь не выпадал. Здесь остатки дров у меня. В будущий сезон весной приедем. На буране целый мешок надо дрова заготовить. Потому что в прошлом году очень много ушло у меня дров. И на сырые дрова тоже надо. Ну, в этом сезоне много ушло, я имею в виду. Ну, там чуть-чуть воды. А весной это все почти до пола. Вот, да, здесь столик. Сейчас пришел кронштейн для этого стола. Я еще распаковку не делал. Это чисто от подписчика. Ну, кронштейн для стола, говорит, чтобы открыть. Мне прям жалко сюда его нести. Может, на вторую избу или на первую избу его. Просто не знаю, как быть. А здесь, в принципе, навес там хороший. Стол висит. Ну, вот отправили. Не знаю, ребят, что и делать, как быть.
Я сюда прикреплю этот кронштейн. Он будет под дождем. Он, ну, блин, за сезон он просто ржавеет и может не будет даже и работать. Он должен быть стоять в избе или в предбаннике где-нибудь, в избушке. Ну, посмотрим. Я еще не посмотрел, как он выглядит вообще. Стоит, не стоит сюда приносить. Пока не знаю. Вот, сейчас еще обзор покажу вам. Вот такой вид отсюда. Немножко я территорию вот в той стороне больше косил. В этом году вон палки чуть ближе поставил. Как бы здесь, в тот угол оставлю, не буду косить, а буду косить подальше, вон туда пойду. Вот как бы чуть-чуть поменял, вот в эту сторону передвинул, все, и вот эту часть буду косить. Что хватит топлива у меня 1,5 литра. Вот это 1,5 литра буду сжигать. На сколько хватит, то и буду косить. Вот, сейчас 5 минут перекур. Не знаю, насколько хватит у меня зарядка аккумулятора. Вчера заряжал, блядь, 2 раза заряжал. 1 раз заряжаю, потом как будто недостатка зарядки. Потом еще полтора заряжаю. Но что-то, как сказать, почему-то, как зайду в тайгу, блядь, сразу аллергия начинается. И почему-то зарядка плохо идет, как ни крути. Я сейчас уже 2 аккумулятора истратил, а ни хрена еще не поснимал. Взял чай, термос с чаем. И одеться тоже непонятно как. Тепло оденешься, жарко. Вот даже я спотел, который постоянно мерзнет, Олег, в бушлате ходит. Бушлат оденешь, жарко будет. Легко оденешься, простынешь. Легко и просто, ребят. Просто вот вы остынете тут. Здесь поле и очень холодный ветер. У нас ветер отличается на севере. Очень холодный ветер. Даже летом бывает, знаешь, лето, как-то ветра какие-то интересные, холодные были. Вот сейчас еще один момент расскажу, ребят. Пока не забыл. Надо рассказать. Потому что сейчас я покажу. Вот мои новые сапоги. Вот, надеюсь, видели. Вот они. Это я весной первый раз одевал. Покупал, ребят. Покупал возле Лидера в Сыктывкаре. Обычные ларьки там на улице продают. Вот такие обувь. 1700, наверное, или сколько там было. Голень такой. Вот на руку возьмешь. Кажется, что сапоги тяжелые. Но, ребят, вот теперь я смело могу своим подписчикам посоветовать. Они не такие, как сказать, как же это, дорогие, во-первых. Во-вторых, знаете, внутри нога так комфортно чувствует. Вот нигде ничего не жмет. Мне так понравилась вот эта обувь. Не знаю, вот только как, если порву, там, как буду заклеивать. Материал не резина, фиг знаю что. Голень тоже легкий. Это не реклама, не подумайте. Это просто я своим зрителям говорю. Просто я купил, рассказываю, рекомендую. Вот. Потому что я привык к резиновым сапогам болотным и думал, это незаменимая вещь, только резиновые сапоги. Но вот знаете, есть еще легче, в охотмагазинах продают, там сапоги, говорят, еще легкие они. Ну, 1,5 раза дороже, конечно, но я не пробовал. Вот эти сапоги, они меня пока радуют. Я уже весной ходил. Сейчас осенью большой поход был на Таежную речку. И сейчас вот здесь хожу. И думаю, может быть, даже на вторую избу тоже его одену. Может быть, черные сапоги, что уже старые, может и последний поход в нем будет, потому что он уже все, везде уже трещины пошли. И в дальнейшем буду уже ходить в таких сапогах. Вот этот износится, может, в охотмагазине где-нибудь другой куплю. Посмотрим. Но
Вот это с резинкой, вот это там все. В принципе, он легкий. Вот это мне понравилось. Голень, если не нужен, я внутрь затолкаю, и он обычные сапоги будут. И когда на руки возьмешь, сапоги тяжелые, думаешь, вот тяжелые сапоги. А вот начнешь ходить, и все. Я не чувствую их хорошо. Фу, вот это да, ребят, балдею я. Мне надо немножко подостыть, вот и болтаю. Весь процесс работы, конечно же, снимать не стану. Немножко там жужжание, кому это интересно. И болтать тоже. Я быстро-быстро закончу работу и обратно пойду домой. Сейчас с утра вот сюда вышел. 30 сентября. Все. Это по расписанию, это таежная речка была, болото. Ну, сейчас только остается вторая изба. Еще хотел, конечно, до второй избы еще поохотиться, но не знаю. Вода прибывает, может уже дерну на вторую избу я. Там уже охота будет и рыбалка. Долгожданная. Надеюсь, ничего не изменится. Чтобы здоровье не подвело, чтобы в семье все хорошо было. Вот и если все это хорошо. Взял еще с собой хлеб немножко и плавленый сыр. Ну, если вдруг захочется кушать, а он бывает, знаешь, когда нету еды, тебе вдвойне хочется кушать. Так что пускай лучше будет в рюкзаке. Хоть кусок хлеба, но пускай будет. И захочется покушать. Съел этот бутерброд и все хорошо. Шалаш пока переделывать ничего не стану. В принципе, стоит и стоит. Еще прослужит пару лет. На пару дней весной там на охоту вполне достаточно. Взял топор, немножко, может, укреплю еще с наружной стороны, чтобы не скосилось. И я пока ничего трогать не стану. Смотрите, я скосил первую заправку. 4 покоса у меня получилось. Раз туда, обратно, туда и обратно. Вон там закончился бензин. Но я еще вон тут в ту сторону к той палке начал косить. Если бы туда не ходил, вот до шалаша бы схватил. Ну, 4 покоса идет заправка. Где-то у меня 3-я часть закончилась. Сейчас еще 2 заправки там осталось. Ну и полторашка хватит. Сейчас ко мне, ребят, подходили 2 женщины с той стороны откуда-то. Они заблудились, честно говорю. И заблудиться очень быстро. Ну, они просто ориентир потеряли, где, говорит, дорога. Они не знают, где они шли. Может, они шли там, короче, за этим лесом, там дорога. Ну, не за этим лесом, а в этом лесу, если вернее. Там дорога идет, но по той дороге они поднялись. Ну и просто ориентир потеряли. И они на мой шум триммера, они подошли, спросили, как, говорят, дорогой выйти. Я им показал. Они уже как бы уверенно они дошли до дороги. Для ориентира, говорю, у меня триммер работает. Звук триммера, чтобы за спиной был, идите прямо. И все.
Ну, клюкву ищут, собирают. Здесь клюквы нету, но странные следы здесь были. Там даже лёжка была. Где-то медведь, где-то, ну, вот такой вот след такой, диаметром, наверное, 10 сантиметров. Между лапами примерно 40 сантиметров. И там лёжка еще была. Прям холмик такой на середине болота. Вот там лежал он. Не знаю, ребят, кто. Но я подозреваю, что это медведь. Недалеко от села, но все равно они ходят. Прям к селу подходят. Вот такие следы после меня и остаются. Ну, примерно так. Здесь будет искусственный пруд. Это, говорю, для новых подписчиков. Ждите весеннюю охоту. Будет интересно. С ночевкой, как всегда, придем в шалаш. Так, сейчас 5 минут перекур и дальше работать. Мешкать не надо, потому что везде такая пасмурная погода, облачность. Возможно, даже и дожди будут. 2 заправки ушло. Вот. 3 часть еще осталась. Вон до той березы я еще. Ну, наверное, одной заправкой не справлюсь, потому что по длине у меня сейчас, по длине там расстояние надо идти. Потому что вот там угол более-менее тоже сырой, чтобы в том углу чучела ставить. А здесь будет площадка для посадки. Утки будут поближе садиться. Ну, с таким расчетом все делаю. Вот еще вот в эту сторону скосило, и топливо закончилось. 4 покоса. 4 и вон сюда еще такой. Ну, я не знаю, 10 метров, наверное. Или 7 примерно. Очередной перекур. Чай попить. Ну, в принципе, не спеша, так спокойно работаю. Забыл наушники, бля, слишком громко, конечно, жужжать. В наушниках надо. А в остальном пока все нравится, ребят. Самое главное подготовка, а там видно будет, какая охота весной. Как откроют, какой перелет будет, это все. Может, как и в эту весну, там ничего не получится там, потому что открыли охоту, как обычно, поздно. Утки уже перелет уже закончился, вот тогда и открылась охота. Да, 3 часть осталась. О, хорошо. От вибрации триммера так, когда в ладошке прям пружинит. Вот это да. Пипец, руки как будто не свои, как, я не знаю. Пружинит. Ладно, сейчас сыр попробуем, плавленый. Плавленый сыр, знаете, он удобный. В тайге удобный. Я не буду говорить, что это повседневная еда, а именно в походы. На охоту, на рыбалку, вот так. Возьмешь пару штук. Это порциально, или как же, ну, 80 грамм, порция такая вот, порциальная или что там, ну, скажем, 1-2 штуки, сколько вы сможете съесть. В рюкзак закинули и с хлебом, с чаем побили, и ништяк. Вот такой сыр. Дружба. По старинке. Ну и на моих охотах обычно на второй избе я там штук 7 беру в поход. Ну и съел. Понятное дело, химия. Не надо мне это писать, я прекрасно это все понимаю. Но для удобства это неплохой вариант брать с собой. Сейчас нету такого продукта, что бы не было химией. Даже если взять обычная каша, что вы кушаете по утрам, овсяную кашу, гречневую, любое, что вот кушаете, это все выращено на удобрениях, опыляли там вот всякой гадости, не один раз опыляли вот эта химия и удобряли там перед посадкой и во время посадки, и чтобы зерно, как сказать, не портилось, тоже удобряют. Так что все химическое сейчас, ну, что брать, если тоже и хлеб, что, да все что угодно. Так что привыкайте и берите с собой вот этот сыр в походы, рекомендую. Ветрено. Между прочим, стреляет еще до сих пор.
Утки летят. Но осенью у меня охота на уток вообще не прикалывает. Что есть, что нету. Весеннее более-менее еще. Осенью надо добывать боровую птицу. По возможности. Но и по слухам тоже не разгонишься, не так много их. Так что такой маленький перекус у меня. Закончился бензин. Я там отмечал еще левее там палку. Но фиг с ним. Достаточно. Там пришли ягоды собрать 2 человека. Вон тут и вон там вдали еще один. Ну, в основном женщины тут собирают. Мужики на охоте. Женщины так. Чтобы дома не сидеть, просто идут на болото и немножко в день где-то примерно 2-3 за день они собирают. Вот. Ну что, я, наверное, буду собраться. Сейчас триммер здесь я оставлю, чтобы туда зачем тащить. Сейчас еще шалаша покажу вам, что получилось. Такой вид из шалаша. Вот, примерно ширина у меня 20 с лишним метров. И в длину у меня получилось примерно 30 метров, грубо говоря. Под выстрел, все под выстрел. Вот. А какая охота будет, буду показывать уже весной. Весной буду снимать вам охоту. Сюда уже больше по осени я не приду. И приедем только по насту, как обычно, на снегоходе. Будем... Следующая подготовка уже по насту в апреле будет. И в мае уже будет охота. Еще прибью 2 шеста. Не знаю, чуть-чуть как будто вот в эту сторону наклонилась этот, как сказать, шалаш. Я воткну 1 шест еще и уже, наверное, с наружной стороны. Вот сюда, в этот угол. Можно сюда еще. Ну, посмотрим, 2 шеста там. Воткну. Потихоньку все равно немножко как бы наклоняется под напором снега и ветра. Ветер тоже сдувает, и как бы шалаш находится на болоте, и здесь почва вообще такая немножко даже плавает. И вот так чуть-чуть по миллиметру ветер немножко, как сказать, клонит шалаш. Поэтому время от времени я шесты добавляю, чтобы не ушел. Нормально, чтобы стоял ровно. Вот. А сейчас я пью чай. И как все дела закончу, будем выходить отсюда. Тут больше делать нечего. Свою работу мы сделали. Завтра обещают дожди. Что вовремя пришли. Сегодня, между прочим, такая кайфовая погода вообще. Не жарко. Такой ветер вот такой чуть-чуть прохладный, но капюшон поднимаешь. Во-первых, не жарко и не холодно. Так оделся, вот демисезонная куртка, кофта и все, больше ничего нет. Ну там футболка. А бывает погода наоборот. Приходит солнце светит. Жарко, блин, слепит и ну не очень приятно. Сегодня вот комфортно, Бывало и дождь приходил, всякая разная погода. Даже один раз уже снег выпал, по снегу уже как бы косил. Я здесь такую работу не один делаю. Здесь еще несколько человек так косят. Они, знаете, в август месяце уже скосили, там уже новая трава выходит. Я не спешу, я максимально поздно. Если бы мне сейчас не надо ехать на вторую избу на охоту, я бы даже через полмесяца еще бы сюда позже пришел.
Потому что самое максимальное позднее время скосить, и уже трава не растет, ничего. Для новых подписчиков хочу еще раз сказать, что почему вот мы так все это делаем, косим траву, зачем лишней работу делать. У нас такое место здесь, озера в тайге, таежные, вот в глубине леса и маленькие озера. Воды весной практически нету, водоема тоже минимум. Болото есть, но он без водоемов, как бы в траве, вода в траве. И мы делаем искусственный пруд. Траву скосим, и здесь будет там вода без травы, такой участок. И утки, когда летят, они видят открытое место и более лучше как бы садятся или же мимо шалаша пролетают. В общем, другого варианта для весенней охоты у меня нету. Я не хочу ходить на речку на охоту, там мне это не интересно. Я здесь кайфую один, здесь сижу, кайфую один. Просто мне нравится вот сидеть на болоте. Или хотя бы и были бы озера, я бы на озере сидел с чучелами, но на речке не хочется. Вот, вроде все рассказал, показал. Посмотрим, какая будет весна. Но весна, конечно, странная сейчас. Воды мало, уток тоже как бы летят раньше открытия охоты. Какая-то нестыковочка получается. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо тоже. Ждешь целый год, оплачиваешь вот эти все лицензии и добываешь минимум. С другой стороны хорошо, что много летит на север, там они размножаются. Тоже плюсы есть, конечно. Вот, давайте сейчас я допью чай, доделаю здесь работу и пойдем обратно. Так, термос взяли, топор взяли. Все, шалаш. До весны. В апреле приедем. В апреле приедем, ребят. Все. Вроде все ништяк. Палкой, может, упор сделай, что не открылась. Ну все, давай. Давай, шалаш. До встречи. Я сейчас триммер возьму и отсюда уже буду выходить. Вот такая площадка. Будет весной охота тут. Все нормально. Мне все нравится. Смотрите, там возле дороги с правой стороны какой-то транспорт стоит зеленый. И слева еще иж приехал. Когда я приехал, мотоциклист там еще не стоял. Ну и я уже как бы загрузился. Сейчас поедем обратно домой. Вот такие дела. Все хорошо. Вот так все намотал. Надеюсь, ничего не упадет. Все хорошо так. В разобранном виде намного лучше оказывается возить. Как сказать, триммер. Мы поедем, мы помчимся. Ну что, расклад. Да, рюкзак, багажник надо закинуть. Забыл.
Я уже у реки. Вот такой поход был, ребят. Здесь ветрено. Давайте до следующих видео. Пока. И до новых встреч. Не болейте, самое главное. Я так загрузился. Смотрите, какие волны на реке. Лодку, наверное. Вон туда я уплыву на лодке. Здесь оставлять не стану.